Петербург – портовая столица приграничного северо-западного региона России. Федеральный округ соседствует с Белоруссией, Скандинавией и Прибалтикой. Каждый день из-за рубежа паромами, поездами и фурами возят импорт. Ассортимент широчайший – от продуктов питания и бытовой техники до товаров сегмента премиум. Большая доля импорта – это контрабанда. Информация из первых уст. В Ленинградской области мы разыскали бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы. Сергей, имя не настоящее, общается с нами на условиях полной анонимности. Несколько лет назад мужчине пришлось снять офицерские погоны. Он не хотел мириться с нарушениями в системе. О взяточничестве Сергей докладывал в службу собственной безопасности ФТС, но в итоге пострадал сам. Правило – это же одна система. Управление собственной безопасности, оно структурно входит в Федеральную таможенную службу. И поэтому рука руку моет, понимаете сами, что были громкие заявления на то, что рапорт будет рассмотрен, мы уважаем честных людей, что мздоимцы должны быть наказаны, но это не уходило никуда дальше каких-либо заявлений. Идейному бойцу на память остался только значок с форменного мундира и воспоминания о нелегальных схемах, что и как ввозили в Россию. В моей личной практике ноутбуки декларировали как свиные ноги. Это звучит анекдотично, но это правда. Потому что, опять же, то есть нету подакциза, гораздо проще ввести, как отходы мясомолочной промышленности для корма скота. На самом деле это ноутбуки. И все это проходит. В марте 2016 года эта схема получила широкую огласку. В порту Усть-Луга, это юго-западные торговые ворота Ленинградской области, задержали контрабандный алкоголь. Коллекционный коньяк провозили под видом строительного герметика. Потом задержали бизнесмена Дмитрия Михальченко и целый ряд других предпринимателей. Свое расследование провела журналистка РБК Наталья Телегина. Компания Contrail Logistics Северо-Запад, которая там имела статус уполномоченного экономического оператора, это позволяет ввозить товар и подавать декларацию на него спустя какой-то срок, до 20 дней после того, как товар прибыл, фактически приехал на склад и даже мог уже потом разъехаться по магазинам. То есть статус уникальный. Если возить контрабанду, то это просто чудесная история. Громкое задержание главы Федеральной таможенной службы и отставку ее руководителя Андрея Бельянинова, скорее всего, можно считать продолжением этой истории. Насколько я понимаю, таможня перешла некую грань, когда практически все можно решить за деньги. Тогда это гипермаркет, тогда это бизнес-модель. Потому что даже у профессиональных наемников, не у каких-то там маргиналов, мародеров, да, мы говорим о профессиональных наемниках, в контрактах написано, что наемник работает не только за деньги. Формально экс-глава таможенной службы только свидетель. Обвинения Андрею Бельяминову не предъявлены. Пока. Но здесь принципиально важно, как провели задержание, обращает внимание Евгений Вышенков. Поэтому если они туда пришли, значит, согласие принципиально было дано. Значит, было понятно, что через сколько-то часов это будет в прессе. Конечно, это унижение. Конечно, унижение. Умышленное. И все это прекрасно понимают. Бельяминов первый. Как эта показательная мера повлияет на работу таможенного ведомства в общем и северо-западного управления в частности, еще говорить рано, но уже можно констатировать. Кресло Бельяминова занял теперь уже бывший полпред президента Владимир Булавин. Последние 3 года чиновник работал в Петербурге, в городе, где все это время происходили ключевые события таможенного дела. Владимир Степанов, «Настоящее время», Санкт-Петербург.